В этом году небо над Алекминским районом чистое. Во всяком случае, на 3 июня в районе зарегистрировано одно и единственное возгорание – в районе Бясь-Кюэль. Противопожарный сезон, как и в Республике Саха-Якутия, у нас действует с 1 мая этого года. У нас уже есть один лесной пожар, который произошел 25 мая. Это в районе Бясь-Кюэля, от Бясь-Кюэля 20 километров. И на завтрашний день был ликвидирован силами и средствами авиасохраны Алекминского отделения. Сейчас, получается, у нас действующих пожаров нету. Правда, один день дым в городе и окрестностях постоял, напомнив алекминчанам прошлый год. В районе наблюдается у нас задымление. И по информации наших летчиков-наблюдателей, это вот курс ветра, вот нам дым, задымленность идет от лесных пожаров, которые происходят на территории Забайкальского края, вот, соседствующего нашего субъекта, а также вот с территории Нерингринского района. Силы и средства, находящиеся на территории Алекминского района, полностью готовы. Прошлый год запомнился всем, а особенно службам, которые отвечают за сохранность лесов. Лето, конечно, было особенно жарко. Да, мы первый пожар выехали буквально 26 мая. И еще и до сентября месяца, скажем так, безвылазно пожаром. Ну, лето, еще раз говорю, выдалось очень жарким, и плюс все лето было ветрено. И эти два фактора, конечно, дают очень серьезный такой эффект, да, для огня. Лесные пожары раздувались очень быстро, и большинство пожаров было верхово, а верховые – это самые такие сложные пожары. В целом где-то 126, по-моему, пожаров было за лето. Вот наш филиал участвовал, где-то половине из них работал, вместе с авиабазой. У нас, скажем, вообще зона ответственности наземная зона. Кстати, в 2024 году свой значимый юбилей отметил Алекминский лесхоз. В 1924 году лесничество открыто в городе Якутске, Мухтуя, это Ленске, и в городе Алекминске. И это значимые события для нашей республики, поскольку это лесное хозяйство, это большой историей и лесной отрасли полностью нашей республики. Поэтому сегодня мы будем встречаться ветеранами, будем проводить мероприятия именно лесной отрасли. Мы на сегодняшний день работаем именно охране лесов, мы работаем в противопожарной отрасли нашей республики. Учреждения Якутлесресурса работает 22 филиала, более 600 работников. И в этом году в Алекминске очень много пожаров было, 120 с лишним пожаров, поэтому напряжения было много. Полностью со всей республики, с нашего учреждения, более 100 человек тоже работали в Алекминске. Поэтому, в общем, вообще лесная отрасль очень большая история и большая значимость и нашей республики, и в России. Именно в Алекминском районе территория лесничества занимает более 12 миллионов гектар. Поэтому закономерно, что вопросу сохранения лесов уделяли огромное внимание. Алекминское лесничество – это старейшее лесопромышленное предприятие республики. В этом году мы отмечаем 100-летие данного предприятия. И если обращаться к документам, то и лесоустройство еще было здесь одной из первых, так как в свое время рассматривался как лесосырьевой район. И, соответственно, для ведения лесного хозяйства лесосырьевого района нужны были, есть, и я думаю, что в будущем будут востребованы квалифицированные кадры, которые здесь в Алекминском лесничестве присутствуют. Не зря в разговоре подчеркивали: главное – богатство службы,
– это люди. В дни празднования столетия на здании лесхоза и на детском садике «Лесовичок» открыты мемориальные доски Сергею Павловичу Киселеву. Сергея Павловича Киселева объявляется закрытым. Приглашаем... Который внес огромный вклад в развитие лесного дела в районе. Несомненно, большой вклад в историю развития лесного хозяйства вел руководитель Алекминского лесничества, в последующем руководитель Якутлесресурса, филиал это Киселев Сергей Павлович. И сегодня мы прибыли здесь, чтобы почтить память и закрепить его заслуги, открыв памятную доску почета здесь, в Алекминском районе. Человек, конечно, очень деятельный был, предприимчивый, болеющий за лесное хозяйство, за природу, охотник, рыбак сам, ну и профессиональный лесник, поэтому, конечно, он про лесное хозяйство знал буквально все и вся, скажем так, да. Вот. Ну и вот когда прошла реорганизация системы лесного хозяйства, то есть лесничество и хозяйствующие и управляющие, контролирующие функции разделились. Вот он, работая тогда директором лесничества Алекминского, первым, скажем так, вызвался пойти в производственную сторону, да, и возглавить вновь создаваемый филиал ГАО «Якутлесресурс». Он начинал буквально с нуля. Да, и вот буквально за несколько лет, да, за 5-6 лет, он создал такое предприятие, учреждение, филиал, да, построил базу, закупил технику, сформировал команду. Кстати, и детский садик «Лесовичок» носит свое название с его легкой руки, поскольку в свое время именно он способствовал его открытию. Один из старейших работников – Геннадий Ахметович Хисамудинов. Как никто другой он знает, какая это работа. У нас везде в основном так грозы. Это далеко в лесу, где нет людей, загорается в основном от гроз, грозовых разрядов. Видимо, у нас там это самое железная руда или что-то имеется. В основном всего это самое. В основном 95% пожаров это грозовые разряды. И они возникают далеко в тех местах, где техника не может работать. И в соответствии с этим ручной труд, это было 40 лет тому назад, когда я пришел, была лопата, РВО, в труднодоступных местах я имею в виду. Все. Но сейчас добавилось только за 40 лет одна воздуходувка. Все. Это ручной труд, тяжелый. И проблем меньше было с взрывчаткой. Она выручала до 90-х годов, как все это началось, терроризм и т.д. и т.п. А запреты своевременно нельзя хранить. Время обслуживания лесных пожаров также большое значение имеет. То есть тогда было 4 авиаотделения, каждый взлетал, класс пожарной опасности, соответственно, он взлетал, осматривал и сбрасывал парашютистов, которые своевременно когда он на маленькой площади. А сейчас это у нас мониторинг, смотрим, и, соответственно, пока прилетит, пока люди соберутся, это время. А распространение пожаров, это в первую очередь влияет очень время, для обслуживания его. С 1998 года летчиком-наблюдателем трудится Косов Владимир Владимирович.
Те, кто считает, что летать просто, глубоко заблуждается. Главная оценка сложности и своевременное принятие мер по обслуживанию. То есть вы не только вот ведете судно воздушное, да, но еще должны вот оценить, разглядеть, увидеть, Да, посчитать да, уже в посчитать, голове. да. Потом также высадка парашютистов, расчет ветра, как их высадить, чтобы они попали в площадку, потому что у нас с площадками ограниченные, поэтому нужно, чтобы они попали не на лес, потому что на лес это, все равно сложно, опасно, там бывает и парашюты рвутся, и также можно, как говорится, покалечиться, там, пораниться. Поэтому, чтобы попали в площадку, тоже расчет также. На вертолете тоже бывает, что нет площадок. Если есть, то там отдельно стоящие деревья, например, они мешают, приходится спускать на спусковом устройстве. Где-то высаживать группу, груз, брать там 4 человека, 6 человек, чтобы быстро. На спусковом устройстве спускаем. Они, пока улетаем, грузимся, они подпиливают, готовят площадку и перебрасываем уже к пожару. Также вода, если требуется, подбираем площадку, спускаем людей, они выпиливают под емкость. Пока мы закачиваем, привозим, они ее принимают уже, чтобы отцепить трос от емкости. Тоже они на это учатся. Они стропольщики, спусковики, радиооператоры, все. У каждого свое получается, да? Да, у них, у нас сейчас стараются, чтобы все были обучены, и стропольщики были, и радиотелефонисты, бензопильщики, мотопомп, чтобы как универсальный был, чтобы можно было любого взять, и он отработал. Совсем молодым пришел в лесное хозяйство Павел Киселев. 2000-е годы, трудно было очень найти работу, связанную с лесом. Я обращался в наш комитет, там все было занято, некуда было. Брат говорит, ты что, говорит, лесник, говорит, тоже с лесом связаны напрямую, так что давай попробуй. Попробовал. После вступления нового кодекса, да, в 2007-2008 году уже пошло разделение лесхоза на ГАО, Якутлесресурсы и лесничество. С того времени, да, работаю руководителем. В одном из мест, где наиболее всего зафиксировано возгорание из-за сухих гроз, установлены молниеотводы. Это эксперимент, который, возможно, позволит уменьшить пожары в лесах. В прошлом году мы начали работать космофизикой, институтом, и мы от них мы брали информацию о пеленгации, где ударяют молнии, да, по всей республике. И каждый день мы узнавали, где молния ударяла, и начинали патрулирование в тех местах, где ударяли сухие молнии и молнии. Появилась идея, да, в том, что испытания провести именно в Алёкманском районе, где пожары происходят, именно в Заречном, да, Зареченском муниципальном образовании, поставить молниеотводы. Молниеотводы работают по всему миру, где нефтебазы, где народ собирается во всем мире. Да? И мы в этом году делаем испытания на 2-3 года, поставили на тех местах, где определили вместе с Институтом космофизики. Пока их не так много. Самоотводы сама по себе представляет 17 метров, да? 3 метра в глубину уже полностью забурена, и 14 метров выше дерева стоит. И мы будем следить за ними. Она будет в городе Алёкманске, где камера будет стоять, пеленгация будет работать, да, где ударяла и где он принимает. И в течение лета мы будем смотреть, она будет работать или не будет работать, как на себя приняла или не приняла. Вот это мачту будем, конечно, громотводы будем смотреть. И снова лето. Так хочется, чтобы в этом году огонь не потревожил леса. Пусть небо будет таким же чистым, как и в начале лета.